Здравствуйте, вы смотрите выпуск новостей в студии Эльмира Гайнудинова и коротко о главном. Повар, слесарь и художник в Набережных Челнах открылась ярмарка вакансий. Подробнее в материале Христины Балабановой. Они будут защищать родину в Челнах. Развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Подробности у Эльмиры Гайнудиновой. Чего твоей душе угодно. Труппа татарского драмтеатра готовится к премьере. Когда челнинцы смогут увидеть трагик-комедию, расскажет Лилия Гатина. Горкоммунхоз займется перевозкой пассажиров общественного транспорта. В субботу, 15 апреля, муниципальное предприятие выведет нефазы под номерами 22 и 26 на маршруты. Речь идет о больших автобусах, которые были закуплены еще в 2021 году. Об этом сегодня рассказал руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов. Особое внимание при этом будем уделять регулярности маршрута, количеству подвижного состава на маршруте, ну и, конечно же, времени работы на маршрутах. Для этого нами набран новый персонал. Это водители, механики, слесари, диспетчеры, административно-управленческий персонал. Что касается 24 новых автобусов большой вместимости, то они также перейдут на баланс Горкоммунхоза. Дополнительно исполком направил заявки для участия в федеральной программе. По ней ожидается приобретение 50 автобусов большой вместимости в 2023 году. Еще 50 единиц планируется купить в 2024. Пока одни ждут больших автобусов, другие перемен. Жители дома 45-15-2 мечтали, что их территорию приведут в порядок. И, наконец, дождались. Там начались работы по программе «Наш двор». Какие изменения ожидают горожан, узнала Изиля Шаймухаметова. Жители дома 45-15-2 уже с нетерпением ждут обновлений во дворе. Особенно их беспокоило малое количество парковочных мест, из-за чего автолюбителям приходилось оставлять свои машины далеко. Не нравились им и деревья, которые растут слишком близко к окнам дома. Расширение дороги обязательно надо, потому что машины некуда ставить. Да, это правильно. Сейчас вот площадку поменьше сделать, и там машины ставить будут. Деревья, вот, например, поубирать маленько, то поставили их. Тогда ведь не было вот этих балконов на первых этажах. Сейчас же все балконы. А эти нормы-то пооставались прежними с советских времен. Деревья-то от здания должны быть на определенном расстоянии, а теперь они впритык к балконам. Как нам сообщили в управляющей компании, в чьем ведении находится дом 45-15-2, в текущем году в республиканскую программу «Наш двор» включены два комплекса. Это 43-й и 45-й микрорайоны. В рамках реализации программы будет произведен ремонт тротуаров, дорожного полотна, бордюрного камня. Также будут установлены новые столбы освещения, скамейки, урны и детские игровые элементы. Также коммунальщики отметили, что по завершении программы благоустройства будет произведена компенсационная посадка деревьев. Взамен тех, что вырубят, посадят новые. А принять участие в этом могут и жители 43-го и 45-го комплексов. Азиля Шаймухаметова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия или у вас есть проблема, обращайтесь на горячую линию Челны ТВ. Пожар, драка, авария, нарушают закон, стали очевидцем происшествия. Звоните на нашу горячую линию 51 31 31 или на номер 8 939 311 31 31 или присылайте сообщение в WhatsApp. Мы работаем круглосуточно. Клещевой энцефалит в 2023-м еще не зафиксирован. В прошлом году таких случаев было 2. Пострадавшие были укушены не в Татарстане, а в Удмуртии и Пермском крае. Об этом сегодня журналистам сообщила главный внештатный эпидемиолог города Елена Каримова. Также медработник напомнила, куда следует обращаться пострадавшим. Если пострадал ребенок, то в будни необходимо обратиться в поликлинике по месту жительства. Всем детям, обратившимся, клещей удаляют и вводят противоклещевой иммуноглобулин. Если клещ вцепился в выходной день, то следует обратиться в травматологический пункт КДМЦ. Если пострадал взрослый, то в будни за медпомощью можно обратиться в свою поликлинику, а в выходные – в БСМП. Также Елена Каримова отметила, что лучше не вытаскивать клеща самостоятельно, ведь только живое паукообразное может быть исследовано.
Если пострадавшему от укусов клещей следует обращаться в поликлинике, то тем, кто ищет работу, на ярмарку. Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Одна из многочисленных площадок, развернутых по всей стране, находится в Челнах. На протяжении 2 дней с 14 по 15 апреля крупнейшие предприятия города будут представлять свои вакансии. Что же готовы предложить работодатели, узнала Христина Балабанова. Первая в этом году всероссийская ярмарка вакансий открыла свои двери, и крупные компании города воспользовались возможностью показать себя. К примеру, на одном из челнинских предприятий заработок слесаря от 60 тысяч рублей в месяц. И это в среднем. Можно к вам прийти, не имея даже какого-то высшего образования, например. Ну, высшее образование, наверное, здесь вообще не имеет значения. Здесь больше, наверное, опыт и желание работать. Участниками ярмарки стали не только предприятия Челнов, но и учебные заведения. На мероприятии они знакомили школьников с профессиями. Мы ищем студентов, которые в дальнейшем будут поступать в наш колледж, для того, чтобы получить хорошую профессию, востребованную, так как, все едят, поэтому профессия повара очень востребована. Для гостей ярмарки вакансий студенты колледжа подготовили мастер-классы. Кого-то учили печь блины, а кто-то смог освоить азы печати деталей на 3D-принтере. Такие ярмарки вакансий проходят регулярно. Мероприятие удобно тем, что соискатель может рассмотреть сразу несколько вакансий и выбрать наиболее подходящую. Тут есть различные специальности. Например, очень перспективная профессия инженера. Достаточный выбор. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь более широко были представлены отделы кадров, компаний поменьше, у которых более, может быть, потребность в профессиональных кадрах. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в июне. Христина Балабанова, Кирилл Хабдей, новости Челны ТВ. Сегодня на Всероссийской ярмарке впервые развернули и мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Все желающие смогли получить подробную консультацию, задать вопросы, узнать о правилах приема. Интересно, что среди потенциальных кандидатов были и девушки. Почему они хотят идти служить? Об этом расскажем в нашем материале. Артем Латышов – студент 3-го курса колледжа, но уже сейчас он задумывается о том, чтобы пополнить ряды российской армии. Парень отвечает коротко – надо. Сегодня он пришел, чтобы заранее узнать о службе по контракту. Я, конечно, думал о том, чтобы пойти по призыву. После того, как окончил вуз, после колледжа я хотел пойти в вуз. Теперь задумываюсь о том, чтобы пойти на контракт. В Челнах развернуты вот такие мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Здесь всем участникам и желающим рассказывают о привилегиях службы по контракту. Студент, захотел служить в наших войсках. Отслужив 15 лет, он может уйти на льготную пенсию. Таким образом, в 20 лет пошел на службу, грубо говоря, человек в 35-37 лет он может уйти на пенсию. А еще какие льготы? При заключении первого контракта военнослужащего ставят на индивидуальную накопительную жилищную систему. Ежегодно на счет военнослужащего поступает 450 тысяч рублей. В течение 3 лет средства копятся. А затем ему следует написать рапорт о получении денег на покупку квартиры. И это не единственная привилегия. А защищать родину – это престижно, отмечают старшеклассники. Прадедушка у меня воевал на Второй мировой войне. Дедушка служил в армии, и папа тоже. И как раз-таки рассказы отца и прадедушки, которые мне передал дедушка, меня очень сильно воодушевили, и я захотел, я стал патриотом и решил защищать свою родину. Наравне с парнями девушки также интересовались возможностью пойти на службу по контракту. Конечно, для них выбор специальностей не такой широкий. Военные медсестры, связисты. Мы учим предупреждать, спасать и помогать. В такое нелегкое время очень хотелось бы, не исключая такой возможности, пойти служить по контракту, по узкой специальности, например, в медицину, для того, чтобы помогать нашим солдатам. Мало ли, кто знает, вдруг что? Вдруг так отучишься и пойдешь. Все-таки защищать свою родину – это большая честь. Войсковая часть 52015 занимается охраной и обороной стратегического вооружения. На данный момент там вакантными являются такие должности, как связисты, специалисты технических средств охраны, военные, медики и водители. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь.
Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 апреля. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9 комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Блинчики с творогом 149,90 за килограмм. Черный чай с лимоном «Чайный век» 41,50. Все нужное по низким ценам. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Кто стал лучшим? В Челнах прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший автомеханик». В соревнованиях приняли участие 14 участников из разных городов не только России, но и стран ближнего зарубежья. С ними пообщалась Айзиля Шаймухаметова. Николай Юденков из Красноярска проработал автослесарем 5 лет. Пройдя первый и второй этапы конкурса, он выходит в финал одновременно с еще 4 участниками. На последнем этапе перед автомеханиками стояла задача выявить неисправность автомобиля, с которым Николай справился быстрее остальных. Да, у нас сложного ничего нету. Мы постоянно сталкиваемся с этим, работаем, выявляем. Это, в принципе, наша работа. Чуть побыстрее парней сделал. Ловкость рук. Принять участие в конкурсе позвали лучших автомехаников из 20 городов, но приехать смогли только 14. В том числе были участники из Казахстана, поэтому можно сказать, что формат конкурса стал международным. Предложили просто, попробовали. Прошли первый отборный тур, и вот я здесь. Конкурс проходил в 3 этапа. Все участники уже прошли первый этап конкурса – онлайн-тестирование. Второй этап, который мы проводили сегодня, в первой половине дня, это практическая составляющая. И 4 финалиста, которые сейчас проводят третий этап, вышли в финал. Первый раз конкурс был проведен в прошлом году среди предприятий центральной части и юго-востока Татарстана. Сейчас очень модно это пойти в IT-сферу. Но очень важно, мы понимаем, что нужны рабочие специальности, и благодаря этим конкурсам мы популяризируем профессию автомеханика. И надеемся, что это поможет. В результате самым лучшим автомехаником стал Николай Юденков из города Красноярск. Второе место завоевал Никита Рыбин из Екатеринбурга. А тройку лидеров замыкает Александр Панибратов из Кургана. Победителям и участникам вручили ценные призы и памятные подарки от партнеров мероприятия. Айзиля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Подготовка к Светлой Пасхе идет полным ходом. Сегодня Страстная Пятница. Пасха будет отмечаться в ночь с субботы на воскресенье. Многие уже осветили вербу, покрасили яйца и испекли куличи. Встретить православный праздник готовы и воспитанники детских садов. Для малышей был организован мастер-класс по покраске яиц. Христина Балабанова также приняла участие. Сегодня мы будем с вами готовиться к Святой Пасхе. К главному православному празднику Пасхи начали готовиться и малыши детского сада. Для ребят организовали мастер-класс по украшению пасхальных яиц и куличей. Яйца выбрали белого цвета, на них рисунок выглядит ярче. Сначала яйцо вставляем в наклейку, распределяем равномерно, складываем яйцо в ложку и опускаем яйцо. Вода должна быть теплой, и в течение 2 минут наклейка сама прилипнет к яйцу. Есть такое поверье, что первое крашеное яйцо нужно разделить между всеми членами семьи и раздать каждому по кусочку. Это говорит о том, что в доме будет царить сила и спокойствие. Следующий этап – украшения пасхальной булочки. Для этого понадобились сахарная помадка и посыпка. С украшением угощений на Пасху ребята справились быстро. Скажи, сложно было украшать? Куличи нет. А я смотрю, ты уже успела попробовать. Как тебе куличи? Вкусно. А вот что тебе больше всего нравится в этом празднике? То, что когда отметим праздник, то когда можно есть либо куличи, либо яички. С помощью таких мастер-классов детям легче изучать традиции и обычаи разных народов, уверены воспитатели. Поэтому такие мероприятия в детском саду проходят часто. Потому что дети должны знать, в какой стране они живут, на каких языках они разговаривают. Потому что у нас очень много детей есть, в чьих семьях родители кто-то, папа, допустим, татарин, мама православная или наоборот. То есть мы должны же чтить традиции. После мастер-класса пасхальные угощения ребята забрали с собой, чтобы угостить ими родителей. Праздником Светлой Пасхи! Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ.
Чего твоей душе угодно? Татарский государственный драматический театр имени Аяза Гилязова вновь порадует горожан премьеры. Труппа репетирует трагикомедию по пьесе Артура Шайдуллы. В закулисе побывала и Лилия Гатина. События происходят в деревне, на которой по сценарию планируется покушение. На месте села планируют построить завод. У сельчан есть всего лишь 2 недели, чтобы покинуть свои дома, собрать вещи. Но нельзя забрать лишь самое важное – историю. Неожиданно там появляется волшебное существо, которое может исполнить любое желание. История про выбор, который делает каждый из нас. Смогут ли сельчане устоять перед ним? У меня персонаж – это озаренный Богом человек, который может исполнять желания, но желания у всех, конечно же, разные. Не все могут пожелать, чтобы родная деревня осталась на месте. У каждого свои хотения, можно сказать, хотелки такие. И кому-то охота стать депутатом, кому-то майором, кому-то охота просто съездить, отдохнуть на море. Трагикомедия «Чего твоей душе угодно» – заключительный спектакль в этом сезоне. Уже сейчас на сцене театра идут монтажные работы по установке декораций. Но это обстоятельство не мешает труппе продолжать свои репетиции, не теряя драгоценные минуты. Для постановки пьесы «Чего душе твоей угодно» Набережно-Челнинский татарский драматический театр имени Аяза Гилязова получил грант Союза театральных деятелей Республики Татарстан в размере 600 тысяч рублей. Наш главный художник предложил такую версию, что раз само действие, раз сама глобальная история идет, затрагивает тему переезда, то и вся сущность, все люди, они уже упакованы, они уже находятся в этом. То есть это некий такой тоже своеобразный символ. Челнинцы смогут посмотреть премьеру 21, 22 и 23 апреля. Также в новом сезоне труппа готовит для зрителей Диляфрузге Дурткиеу по пьесе Туфана Миннулина и Белый колфак Мирхайдара Файзи. Лилия Гатина, Сергей Вильданов. Новости Челны ТВ. Куртки, ветровки, плащи, большой ассортимент женской и мужской верхней одежды. Все в одном месте и по доступным ценам в магазине «Сибиряк». А в честь открытия приятные сюрпризы. Какие? Узнаете прямо сейчас. Не будем томить, раскроем карты сразу. В честь открытия магазина верхней одежды «Сибиряк» приготовил приятный бонус для всех покупателей. В нашем магазине представлено более 3000 моделей. Куртки, ветровки, плащи и пальто. Все фабричного качества и по доступным ценам. А самое главное, в честь открытия магазина весь апрель проходит акция «Купи одну и получи вторую» совершенно бесплатно. А еще широкий размерный ряд от 42 до 72. Все можно найти в одном месте в магазине «Сибиряк». От ярких молодежных до классических и деловых моделей курток, ветровок, плащей и пальто. Модная верхняя одежда для молодежи и людей постарше. Я многодетная мама, всегда все в суете, в спешке. И очень рада, что попала в этот магазин. Здесь такой большой выбор. Все красиво и интересно. Есть и плащи, и куртки. И для себя подобрала замечательный комплект. Весна, хочется ярких красок. Что-то захотелось такое яркое. Пока присмотрела себе вот зеленую куртку. А помогут в этом опытные консультанты. Они подскажут, какая модель выгодно подчеркнет достоинство фигуры. Легкая, практичная верхняя одежда будет согревать вас в любой сезон. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые проведет Лилия Гатина. А я, Эльмира Гайнудинова, желаю вам всего хорошего и до новых встреч на нашем телеканале.